Бесплатно первые сутки на штрафстоянке, и для автомобилистов должна быть создана единая информационная система, которая позволит вовремя узнать, куда эвакуирован их транспорт. С такой инициативой выступил уполномоченный по правам человека Башкортостана Рим Каюмов на круглом столе в Государственном собрании республики. Также обсуждалось предстоящее повышение тарифов. Услуга по транспортировке и хранению на стоянке существенно увеличится в цене. Екатерина Тимиряева продолжит тему. 10 минут не является основанием. С нарушением Гульнара Дубровская согласна, а с действиями службы по эвакуации не совсем. Говорит, что специально для экстренных случаев оставила записку с номером телефона в салоне машины, которую видно через стекло. Ее авто увезли, но ничего не сообщили. Пришлось потратить немало времени, чтобы выяснить, что случилось. Если мне пришлось поехать на Пархоменко, там же была эта штрафстоянка. Оказывается, ее там закрыли, и теперь штрафстоянка в Нижегородке. Наверное, это удобнее для жителей, чем Пархоменко. Я так думаю. Автомобилистам нужна единая информационная система, считает уполномоченный по правам человека Башкортостана Рим Каюмов. Об этом он заявил депутатам Государственного собрания и представителям различных ведомств на специальном выездном совещании. В Уфе эвакуировали за последний год около 6 тысяч авто. Для большинства водителей ситуация стала непростой. Целесообразно увеличить время бесплатного хранения автомобиля на спецстоянке до 24 часов, считает Рим Каюмов. Вот по закону у нас получается то, что водитель, нарушивший правила дорожного движения, допустим, неправильно на остановку, стоянку, он привлекает к ответственности практически несколько раз. Это за нарушение правил дорожного движения, потом он платит за эвакуацию, за хранение машин. Получается, что за одно нарушение идет 3 ответственности. Рабочая группа Госсобрания выясняет, насколько отлажена вся система. В республике около 40 стоянок для хранения машин. Этого недостаточно. Авто могут транспортировать за нарушение на расстояние до 300 километров, если ближе нет. По данным МВД, в 31 муниципалитете отсутствуют спецстоянки. Для водителя это дополнительные расходы. Государство также решило пересмотреть стоимость оказываемых услуг. Тарифы в Уфе одни из самых низких в стране. Эвакуация 1500 рублей и хранение на стоянке 25 рублей в час. Однако в ближайшие месяцы сетку пересмотрят. Как заявили в Минтрансе Башкортостана, она заработает либо в конце этого года, либо в начале следующего. Максимальные предусмотренные отметки: эвакуация 2135 рублей и хранение на стоянке почти 52 рубля в час. Как пояснил депутат Госсобрания Николай Хорошилов, количество транспортных средств растет, а парковочные пространства ограничены. Задача – рассмотреть практику правоприменения в данной сфере в комплексе с учетом различных факторов. Мы получили больше вопросов, чем ответов. Выяснилось, что здесь очень много задействованных сторон, и ни одна из них до конца от А до Я, в общем-то, за этот вопрос не отвечает. Мы их решили соединить и понять, что здесь происходит. И те рекомендации, которые мы по результатам круглого стола выработаем, они обязательно будут. Я думаю, они лягут в основу дорожной карты. Еще одно предложение, озвученное на круглом столе: с 61-го дня хранения на спецстоянке размер платы не увеличивать, поскольку в определенный момент платеж может превысить рыночную стоимость машины, а долги невыгодны ни собственнику транспорта, ни государству. Екатерина Тимиряева, Артур Елаев, Родион Матвеев, Виктор Гамаюров. Новости Уфа.